Предприниматель, особенно на старте, часто знает, чего хочет, но не знает, с чего начать. Региональный центр поддержки призван помочь именно в этом. Здесь не только окажут квалифицированную помощь, но и помогут финансово. Одна из государственных мер поддержки – микрозаймы. За 5 лет работы 248 кредитов на 130 миллионов рублей. Мы предоставляем микрозаймы. Максимальная сумма займа – 2 миллиона рублей, на срок до 3 лет и под 10-12% годовых. Займы у нас можно направить на приобретение основных фондов, модернизацию, ремонт, обустройство также основных фондов, приобретение оборудования, самоходной техники, транспортных средств, пополнение оборотных средств. Гарантийный фонд здесь же обеспечит кредитные обязательства под более масштабные цели. Мы планируем и продолжаем докапитализировать уставный капитал гарантийного фонда, что позволит увеличить объем финансирования со стороны банков-партнеров в адрес предпринимателей. Обучающая платформа для практических занятий. Здесь будут преподавать самые продвинутые эксперты. Комплекс услуг быстро и бесплатно – это через окна МФЦ. Сама атмосфера благожелательная, условия комфортные, обслуживание на русском и коми-языке. Задача принципиально – изменить подход в работе с предпринимательским сообществом. Я хочу подчеркнуть, что мы не только открыли сегодня этот центр, но мы и меняем политику, мы меняем подходы. Мы говорим о том, что мы не просто готовы работать, мы готовы все имеющиеся проблемы на сегодняшний день переводить в формат задач и решать их. Марина Вишнякова всю жизнь работала в цветочном салоне. В какой-то момент решила открыть свое дело. Первым шагом стало обучение в бизнес-инкубаторе. Это стало ощутимой господдержкой. Поначалу было тяжело, но зато теперь готова развиваться дальше. Одно дело в цветах я ас, а ведении бизнеса нет. И они очень много дают позитива. Когда мне тяжело, когда я боюсь, я всегда иду к ним. В течение 5 лет я постоянно прихожу. Они все расскажут, покажут. Они внушают нам силу, веру в себя. Все ведь от незнания, все страхи. Юристы, налоговые консультанты, финансовые аналитики будут работать с предпринимателями и в муниципалитетах, в информационных маркетинговых центрах, при библиотеках. Пул специалистов для выездных консультаций готов к работе. У меня есть общественные помощники, но это такой небольшой отряд. Если будет эта структура распространена на всю территорию, то мы понимаем, что и проблемы бизнеса будем знать, и бизнес будет понимать, куда идти. Малый и средний бизнес занимает 15% в региональном валовом продукте. Цифры внушительные, учитывая сырьевой характер экономики. Небольшие предприятия занимают достойную нишу. Важно не только удержать уровень, сделать меры поддержки адресными, решения открытыми, работу системной. Огромные монстры у нас сегодня работают: нефтяная, газовая, транснациональные компании. Конечно, конкурировать очень сложно. Тем не менее, малый и средний бизнес занимает очень достойное место. Сегодня в виде налоговых платежей малый и средний бизнес нам генерирует почти 3 миллиарда бюджетных отчислений. Это тоже много. Но самое главное – это огромная часть рабочих мест, которые сегодня дают средний и малый бизнес. Региональный центр поддержки предпринимательства – это и долгожданная площадка для диалога власти, бизнес-сообщества, надзорных структур. Общие решения и единая политика – вот новая ступень развития экономики. Ольга Коняева, Олег Костромин, телеканал Юрган.